По поручению президента Аслана Бжания в средней школе села Айшера ведутся масштабные ремонтные работы, обновляется фасад здания, производится капитальный ремонт учительской, кабинетов директора и завуча, а также спортивного зала. В связи с тем, что ведутся такие масштабные работы на школе, мы не хотели упускать этот учебный месяц. И хочу выразить огромную благодарность руководству нашей страны во главе Аслана Георгиевича Бжания и нашего депутата парламента Авиц Бафазлыби Элизбаровича за такую огромную поддержку и помощь, которую наша школа не видела уже давно, можно сказать. Конечно же, из года в год мы обращаемся к главе Сухумского района, и он оказывает нам посильную помощь. Конечно, мы ремонтируем там отдельные кабинеты, самые необходимые, но в таком масштабе у нас в школе еще не проводилось. В этом году средняя Айшерская школа готовится отпраздновать 100-летие и будет названа в честь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. На время ремонта дети занимаются в стенах Гумистинской школы во вторую смену. Раздевалка и котельная там просто в таком состоянии были, что дети не имели возможности зайти раздеться, переодеться, вернее. Стены в спортзале, в самом зале сыпались уже, и все время стояла пыль, и там местами пол тоже уже поднимался. Подрядная организация «Стройэнергосервис» начала работы в июле и планирует завершить их к концу сентября. В процессе ремонта фасада здания и кабинетов были проведены демонтаж старых покрытий, снята старая штукатурка, заменена электрическая проводка. В спортивном зале уже поменяли пол, электрику, провели отделку стен. Сейчас ведутся работы в раздевалке, котельной и санузлах. Предусмотрена замена пожарной лестницы и благоустройство территории. По благоустройству тоже есть определенные виды работ. Это входная группа. Мы будем там делать тротуарную плитку по смете, пожарную лестницу полностью восстанавливать. Там уже один марш, бетонные работы завершены. Крышу будем восстанавливать по пожарной лестнице и, соответственно, определенные проемы, там окна и двери будем заменять. Все это учтено в смете. Мы это все поэтапно сделаем. Но в процессе у нас будут еще вестись работы по фасадной части, по караеду, так как сложность работ заключается в том, что мешают погоды, то дожди. Сейчас вот у нас мы смотрели погодные условия, с выходных показывают дожди. То есть в процессе, как идет дождь, наносить караед и краску у нас не получится. Заказчик работ управления капитального строительства. Из республиканского бюджета на ремонт выделено около 6,5 миллионов рублей. Школа это послевоенная, значит, основная школа наша Айшерская стояла вон там, которая получила самые первые удары и так далее, она полностью сгоревшая. Эта школа в свое время, значит, она училась очень много наших детей. Все это была довоенная история. Вот послевоенная история, там все, когда разрушилось, было решено, значит, в этом здании обучать детей. Это здание принадлежало воинской части лаборатории СССР. Лаборатория была. И вот здесь вот решили, и в то время начали восстанавливать. Она тоже имела значительное разрушение, надо восстанавливаться. В первую очередь ко мне обратились руководство самой школы, и я обратился, значит, тоже в соответствующие органы. Это в первую очередь кабинет министра нашей республики Александра Златинского через управление капитального строительства. Она была утверждена нашим президентом. И значит, и вот сегодня это продолжается работа. В программе был ремонт только фасада и правая часть, где находится лестница, а левая часть не входила в ремонт. И администрация Сухумского района во главе Алхаса Читанова взялись обязательства. И вот в данный момент вы видите, что уже отремонтирована левая сторона школы. И вот вопрос подняли и учителя, и депутат парламента Элизберович, Фазлиби Элизберович попросил, чтобы насчет забора вопрос подняли. В Сухумском районе у нас планов строительства, изыскать финансирование на строительство
забор. Общая площадь ремонтных работ составляет более 500 квадратных метров. Открытие школы планируется к 1 октября. Гугуца Вардания, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.